Доброго часу, сябри. Ми з вами у Польщі. З вами по-ранішому Олексій Блажевич. Так, зараз ми знаходимося біля амбасади, насупроть амбасади. Ось, давайте поглядимо, скільки народу прийшло проголосувати за поудільничати в виборах президента Республіки Білорусь. Ну, пройдемося по всій черзі. Давайте підвищимо прикладно, скільки місць займає знаходження йде, да? Один. Ну ось, налічив я каля 200 кроків, ну, прикладно 200 метрів тротуара зайнято білорусами, які хочуть поудільничати у виборах. Ну, зараз підійдемо туди ближче, не буду знімати, як ми будемо підходити, бо займе час. Одразу переключимося до того моменту, коли підійдемо до черги. Ось, ну, як ви чули, автомобілі їздять і сигналять, подають сигнал, підтримують таким чином білорусів. Заважені тільки автомобілів, які їздять по кругу, і у їх, ну, може не по кругу, може просто проїжджають. Ось, чуєте? Ездят по кругу, и звучит у них з окон песня «Перемен» группы «Кино». Ну, ранее мы сознаем внутрі на конт діла виборах. Махчина ми зробимо відеоролик з його уділом. Он казав, что удельность в выборах за межой, вести в амбассаду и голосовать, это все равно, что проголосовать за Лукашенко. Ну и, скажем так, сказал я, зробили все, как в Беларуси які живуть у Польше, в Варшаве, в других городах, где можно проголосовать, не удельничали в выборах. Как зробили, ну, по-перше, было с самого початку объявлено об регистрации, то есть треба было заявить, что ты будешь удельничать у голосовании. Ну и сегодня я прочитал на сайте, обвестка была. Вот, коли ви зауважите, то спиною до нас поліціян стоїть, нікого не крутить. От, ну, там далі поліцейська машина, ну, цивілізоване громадство. От. Так, значить, сообщим. Обвестка об тим, що приймуть уділ у виборах тільки ті, хто
зареєструвався. Ось, а ті, хто не поспів зареєструватися, вони так само можуть прийняти уділ, але коли поспіють. Тобто першопочатково будуть закликати до голосування тих, хто зареєструвався. Ось, і там означалися діти, сталые люди. И получается, те, кто не зарегистрировался, они не смогут. Ну, смогут, но фактически мы бачим, что не получится. И что в 20 годин пропуск людей на участок закончится. Ось. Ну, що ще? На конт того, як зробили, щоб люди, білоруси не змогли поудільничати у голосуванні. Зробили тільки одно місце для голосування. Ну, то есть одиное. То бок больше одного человека не может зайти в кабинку. То есть кабинка одна такова. Зараз победим до палат, где написано «Сумленные выборы». Юра уже играет. Юра. Стояла в той очереди, потом перешла бы. Ты имеешь в виду замутить? Так, ну, ось, закончилась черга. Ось так ось виглядає. Ось так ось виглядає зараз черга і вулиця Коля Амбасади. Ну, їде, можу з ким поговорити. Люди стоять, чекають. Я сейчас общаюсь, у меня будет получаться. Доброго дня. Не розповідіть, чого стоїте? Ну, стою, щоб заголосувати, хоча ж надії нема. Ну, так. Как принять удел в выборах, да? Не была у вас думка такая, что удел в выборах за межой, то есть ничего не даст? Фальсификация будет... нічого не дасть. Ну, как бы люди надеются. Ще використати свій голос. То есть, В мірі можливості. По мірі можливості, да? То есть, з надією на ліпше будучи прийшли сюди. А за кого голосовать будете? За Тихановського. А чому? Ну, за зміни генеральні. За зміни, щоб зміна була. Зміни? Ну, а других кандидатів не розглядали? Я розглядала Бабарику, але... Він сядись. Він сидить. І
в цій ситуації найлепша кандидатура. А чому вона найлепша? А ви для кого? Ну, у меня маленький канал на ютубе, просто для себя, для тих, хто може коли-небудь поглядеть. Ну, для истории, коли как бы не ожидаете отказывать. Ну, просто мое меркование, что Тихановская на хвалі ось гэтага недавера і просто як от яна сама сказала, што як это она сказала, мне гэта дасталася як нашчадство. Просто ёй так дасталася, поэтому я і хочу. No ale ona obiecuje, że potem będą wybory już prawdziwe. Ну а сенс? Мы зараз выбираем Тихановскую, каб праз полгода абраць кого-нибудь другого. Каб Тихановскага абраць, да? Ну, вот я вось гэтых момантаў я навогул не зразумеў. Ну, To jeszcze когось запитаєте. конечно, обов'язково. Дякую, дякую. Доброго дня. На вибори прийшли, да? Вы кого голосовать будете? Тихановскую. А чему? Хочу перемен. Ну, а кроме Тихановской никто не это самое, як это, не пропонует перемен? Нет, очень много смотрел видео его мужа, как То есть- показывает, как живет Беларусь, какие проблемы. Мне очень понравилось его движение, его мысли. Он видел эти проблемы, он знает, что можно поменять. Я так считаю. Ну, то бы получается, что в основном ваша позиция связана с тем, что популярность Тихановского перешла на Тихановскую, поэтому других кандидатов не разглядали. Даже не смотрел, даже не знаю. Ну, аби кого только Вот. не Лукашенко. Вот. Добре, зрозуміло. Отлично. Так. Ну, а позиція ось, вибори праз полгода подобається? Добавится. То есть ви за те, щоб ми потратили гроші зараз і потім потратили гроші ще раз. Мы и так очень много тратим денег и на выборы, и на парады. Думаю, хуже уже не станет. Вже не буде. Ясно. Добре, дякую. Спасибо. Доброго дня. Голосовать стоите? Да? А за кого голосовать будете? За Светлану. За Тихановскую. Да. А чему? Почему? Ну, потому что она зажгла огонь в моем сердце. И еще? В смысле? А что еще? Ну, я вот не ведаю, я за весь час, что назираю за кандидатами, я не обрал ее как кандидат президента, то есть так, Ну так, она же говорит, что не будет президентом. Президентом, Она же да, говорит, то что просто делает эти выборы для того, чтобы другие кандидаты имели возможность выдвинуться, да? потім. То есть мы потратим зараз гроші і потратим гроші пізніше. Какие гроши? Ну, на вибори. От ми тратимо Я зараз ничего гроші. не трачу, я трачу свой голос. Добре, зрозуміла ваша позиція. Всього найлепшого. Пожалуйста. Доброго дня. На вибори стоїте голосувати? Да не, просто пришли постоять. Просто прийшли постояти. Кого підтримуєте, коли стоїте? Ну, со знайомими ж, наверное. Кстати, Ну, как-то пришли со знайомими, знайомих підтримуєте, коли стоїте. не Це у вас подтримиваем как бы Беларусь. Беларусь. Вольно. Ну, а коли на самой справі? Ну, на самой справе никого з кандидатів особливо не підтримуємо, кроме Тихановського, але поза тим, ну, відомо, що підтримуємо вольну Білорусь, передусім. А чому, как бы, Це просто право і равноправие, свобода. а чому конкретно вот выбор пал на Тихановскую? Тому що більше немає нікого. То есть, ну, кто там, Черечень там, наприклад.
нема шансу. А Дмитрієв? З чоловіком вже давно всім все відомо. Ну, політики-то він давно і каже більш-менш розумні речі. Не просто, що вибори Политика проспал. справа такая, что лгать и провоковать, тому не он один з тих. Провокатор? Ну, ще й з першого, з того, що я назвав. З тих, хто пляшет под чужую дудку? Ну, то есть ваше меркование, что... Я нічого не оцениваю, мне все равно, хто там Дмитрий, хто через. Добре, то есть, ну, вы обрали кандидатом человека и Я нікого не обирав кандидатом, я прийшов підтримати вольну Білорусь. що? Добре, дякую, всього найкращого. Доброго дня. На вибори прийшли? А куди ще? Ну, вот человек вот сказал, что просто пришел постоять. Просто постоять на такой улице. Ну, Дивно дело. ну, за кого голосовать будете? Так, а що це за питанка така? Ну, цікаво, от просто, бачите, відносно сучасної статистики, вже 41% білорусів дотерміново проголосував. Так. А зосталось, как выборы Лукашенко отбылись, набрать ему еще где-то около 25%, я так мяркую. Слухайте, коли виходила з дому, вже було 65, а майже 600. Ні, я про детермінове голосування. Только про это. Да, детерминовое 41, но откинуть там несколько отсотков будет, ну, 35, скажут, за Лукашенко проголосовали. Ну, а чому откинулся? Мы же все 41, наверное. Что видно? Это уже будет совсем жестко. А чому ні? У нас зараз жорсткі обставини, треба да, денежки да, жорстко. бывает, что только понижают, да? 98 количество только проголосовало. Ну, за кого голосовать будете? Так, чекайте, а хто це? Ви це саме опитанка ніяка офіційна чи що? Не, у меня просто свой канал маленький, несколько подписчиков, я снимаю ролики и так для себя. Как, ну, Тільки ведут. несколько? М? А чого це ви так слабо тільки несколько? Ну, я Подзавидовал? не расползаю, как бы, вот, видите, там, нема вот таких вот роликов, там, подписывайтесь на меня, там, А чому что-то там. так? Може у вас суперконтент некий, а ви не Звичайний контент, ну, кому цікаво, то і самостійно зробить репост, зробить пересилку відео. Ось хто у нас голосуєте. Вадя, ты собираешься стоять со мной? Просто у меня там знакомые тоже. А, я поняла. Я, Ты кстати, уже я снять? специально пришел. Я не буду, кстати, в очередь. Там никто не... Там у А я меня тоже стоит понимаю, я тебе читаю. с 8 утра стоит, типа, это, знакомая с 8 утра, и не факт, что она проголосует. Да, там из 7 есть еще некоторые уже ночевали, понимаешь? Можно Так что надо парсу просто там замутить нужно. партии, да. Там обедаешь. Ну, Так что вы хотите лепить туды, там ну, все на эффикацию денется. да? Ну, а то что тут робить? Видите, люди уже Не, ну, стомленные. я не буду дельничать в виборах. Саму не, вы Ну, нормально. ви шансу нема, ви ж бачите. Не эффикацию. Девушка, теперь мы вернемся, окей? О, черга ж бачите, яка велика. Люди кажуть, що 12 годин приходили і чергу займали. Ну і мені знайомий виказав своє міркування, що удільничати у виборах конкретно за межою, це все одно, що пойти просто проголосувати за Лукашенко. Ну, как и есть, что робить. Так нет. Раз мы уже не сдолжили там приехать до дома, приходится стоять. Добре, всього найлегшого. Доброго дня. Добре. На вибори прийшли? Да. Ну, у черги знайшовся чоловік, який просто сказав, що прийшов просто постояти Я на выборы. на вибори. Розповідіть, за кого голосувати будете? За Светлану Тихановскую. А чому? Ну, потому что как бы, мне 25 лет, и за свои 25 лет столько же лет существует Республика Беларусь, и столько же лет руководит данный президент. И, 26 год. Ну, 26, да. Ну, как бы, ну,
Я не знаю, у меня ничего не получилось в Беларуси, то, что как бы, государство дало бесплатное образование, только с этим образованием, во-первых, я никуда не мог устроиться на толковую нормальную работу, социума никакого, развития для молодежи никакого. Только у нас живут в нашей стране это военные, милиция, ОМОН и все. То есть нормально в маленьких городах народ не живет, он просто выживает. То, что он говорит по телевизору, меня не устраивает. А Светлана Тихановская на своих пикетах, мирных и санкционированных митингах, ну, то есть она убедила меня к переменному лучшего. Даже если будет, наверное, ну, громко говорить, что будет лучше, да, мы не знаем тоже Светлану, она пришла ни из ниоткуда, но просто я считаю, что хуже уже не будет. То есть вас не пужает то, что по ее словам, через полгода будут выборы новые выборы президента? Если будут новые выборы президентов и освободят политических заключенных, как Бабарика и Тихановского, то да, я за такое. То есть, ну, То есть сама Светлана, она как сейчас заменяет своего мужа и как бы... лёс доставший по Да. наследству. Нащадно. Просто, ну, я находил, я тоже, как Сергей Тихановский, он ездил по Беларуси и, то есть, смотрел, как живут наши граждане, да. А у меня была личная ситуация, я приехал в Беларусь с Польши, поверив данному президенту Лукашенко, что была такая, как бы, акция возрождения малой родины. Я специалист по сельскохозяйственной технике, я приехал с женой в один из колхозов в Минской области. Мне в Минской области все отказывали, председатели, все руководители колхозов отказывали, не хотели применять меня и мою жену беременную как бы на работу с предоставлением там какого-то жилья, то есть все руководство, которое руководит сейчас данный президент, они не смотрят на это. Вот, то есть, я поездил, я тоже видел, как живут, как состоят президентские домики, сколько люди зарабатывают. Они нисколько не зарабатывают. В нашей стране, вот у меня мать, ей 65 лет, она пенсионерка, 7 детей, почетный донор, а пенсия у нее $100. То есть за квартиру платить, и как можно жить? Она на 3 работах в 65 лет работает официально, на 3 работах ей тоже не хватает. Мы как дети ей помогаем. Стой. Все улетело. Очень много есть претензий к данному руководителю президента, потому что, во-первых, то, что он дает приказы сотрудникам ОМОН и правоохранительных органов, это смотришь просто на видео и ты не гордишься своей страной, потому что в другие страны смотришь, там народ гордится за каких-то своих руководителей, за правоохранительные органы. Возьмем нашего соседа, мы находимся в Варшаве, да, я ни разу не боялся вечером пойти мимо полиции, мимо сотрудников правоохранительных органов этой страны. Здесь всегда подходишь, тебе помогут, и они доброжелательные, доверие к ним намного больше, чем у наших. У нас в Минске идешь по тротуарной дороге, ты видишь, что идет навстречу ОМОН патрульный, ты хочешь перейти на другую сторону дороги, потому что неизвестно, что они тебе могут сделать. Згоден. В То этом есть, плане в той же самый момент. Альтернативное голосование, которое под зеленой палаткой, они, как сказали, сотрудничают с «Голосом». Кто еще не успел, подходите туда, регистрируйтесь, очередь сейчас там очень маленькая, вы понимаете, что вы не зайдете, да? Как тогда это сказали на «Голос»? В той же самый момент, коли поназирать, да, то есть тут же присутнічає міліціян, поліціян, тобто не поліцейські, вони ж нічого не роблять. Да? То есть вы за Тихановского. Да. А если будут выборы вторые, то, естественно, это Тихановский. Зрозуміло. Всього найліпшого. Доброго дня. На вибори стоїте голосувати? Тут от у черги був чоловік, який сказав, що просто прийшов постояти. Він, звісно, пожартував. Розповідіть, за кого будете голосувати? За Тихановскую. А чому? Другі кандидати розглядали. Так, з'являється головним суперником Лукашенки
в тим моменті. І просто мам таку думку, що треба голосувати за чоловіка, який має самі великі шанси на перемогу. І тут już для мене головне то не особа адекватні, а просто чоловік, який з'являється головним суперником в тим моменті, або просто з'являється репрезентація білорусів в тим моменті. Угу. То есть, ну, вы как бы, скажем так, за лидера. Так. За лидера, как бы просто змінилося щось. Так. Ну, в більшості своєї люди так і кажуть, що ну, популяризація, по-перше, зроблена є мужем, яка дала їй, якби, цей момент, як це, протяг. Тобто, кабіна протягувала його справу, це популяризація, ну і люди вже просто міняються. Других кандидатов не разглядали? Ну нет, просто я думаю, что... Просто за лідера? В даний момент, да, за лідера. Щоб змінити владу. Добре, дякую, всього найлепшого. Доброго дня. На вибори прийшли? На вибори з дівчиною. Парень не говорит по-русски. То есть, ну я гляжу, вы подрихтовались. Да, немножко, да. Но не так хорошо, как хотелось бы. Ну, в плане? Ну, можно было бы пледик взять, там что-то. За кого голосовать будете? За того, кого считаю нужным? Ну, то есть не распорядите. Это секрет? Ну да, но это ж мое право. Никто же не скажет, что это бренно. Добре, всего найлепшого. Спасибо. Доброго дня. Доброго дня. На выборы стоите? За Тихановскую голосовать будете? Да, нет? Таинство голосования. То есть вы притримуєтеся такого моменту, что ваш выбор – это только ваш выбор. Сложно сказать, что только мой. Это выбор всей страны. Каждый человек голосует и в конечном счете определяем будущее. Так, оно будет выглядеть. Такий момент, значить, а ось не удільничаєте у этой платформі «Голос»? Так само не удільничаєте? Чому? Да, как-то не пришлось, если честно. Даже не знаю. Ось мене знайомий розповів таку думку, каже, пойти удільничати у виборах за межой, то есть как бы не в самой Беларуси, это все равно, что отдать голос за Лукашенко. Может и так, но я живу здесь достаточно давно, и особо возможности приехать в Беларусь на данный момент нет. Учитывая обстоятельства, границы, поэтому выбираем из того, что имеем. Добре, всього найлепшого. Последний имбирный. Ну, дякую. Uwaga! Policja przypomina o zachowaniu bezpiecznej odległości oraz o obowiązku zakrywania nosa i ust. Ну, ось поліціянти все сказали на своей полярской мове. Давайте скажите вам щось. Доброго дня. На вибори прийшли? Не прийшли просто постоять. Ну, один з стоячих у черге виказав такой механік. Просто прийшов постоять.
Ну, это жарт был. Коли не секрет, за кого голосовать будете? За кого голосовать будете? А чему? Просто потому, что популярны? Да? Я не ярый. Что значит не ярый? Не какой-то патриот или что-то. Я просто не хочу Лукашенко. Кого-нибудь, кроме его, да? Ну, зрозумела позицию. И других кандидатов не разглядали. Просто, как бы, получается, за лидером, да? Добро. Олександр. Мы тут подъехали. Доброго дня. На вибори прийшли? Так, на выборы. Я завжди привожу приклад, от з ким виперу. В чергі знайшовся чоловік, який просто прийшов постояти. Ні, ну справді це був жарт, я так зрозумів. Ось. Через 3 часа так и окажется, что мы пришли просто... что пришли постоять. Ну, мені знайомий сказав, що люди з 12 ночі займали чергу. Ось. І якби розповів, що відносно оних дадених не вийде проголосувати усім. Тобто там, наскільки я розумію, тільки одне місце для голосування зроблено. А коли не секрет, за кого голосувати будете? За Тихановскую. Всі втроєм. Так само. А чому? За нового президента республики. Змінить. Просто змінить, да? А вы? Хто-небудь, окромя Лукашенка. Других кандидатов не разглядали. Так они сидят, другие кандидаты. Кто сидит, кто выехал из страны. Ну, они уже не кандидаты, конечно. Ну, а ты кто зарегистрировался? Нет, остальных не рассматривали. А чему? Тихановская хорошая программа. Тихановская хорошая программа провести после этого выборы честные, открытые за нового президента. То есть дать махчимость тем, кто зараз без махчимости. Все верно. Пусть это будет честно и открыто. Гражданскими людьми. Я за эту идею пришел. Добре. Лепшей идеи у нас немає. Ну, може бути. Я просто Тихановську не підтримую і до останнього моменту тримався такої кропки гледження, що коли буду удільничати у виборах, то буду голосувати супроти усіх. Магчыма, але я так лічу, што Ціхановская з усіх астатніх гэта найменш горшы варыянт. А супроць усіх, мабыць, але ж гэта найхутчэй нічого не дасць. Ну, ось, в апошні момент у мене вийшло таке міркування, що треба все-таки обрати, за кого голосувати. Так, але гэтых людзей няма ў спісках кандыдатаў. Ну, я маю на увазі брати з тих, хто є. Я от спинився на Дмитрієві. Это ваш выбор? Нет, это мой выбор. А вы успели проголосовать? Не, я не... Ну вот, я только приехал. Хорошо бы провести еще эти выборы, где все смогут проголосовать. Мабуть, было б лепей. Ну, в этом плане, да. Вы тогда проголосуете за Дмитриева. Я не буду за Дмитриева голосовать в тот момент. Ну вот, видите. Есть больше, на мою думку, есть больше, скажем так, достойный кандидат президентского кресла. И он так само не попал на эту кандидаты. Это блогер, у него блог невеличкий. Также же его минский хлопец. Как зовут вашего кандидата? Это не мой кандидат. Был бы мой кандидат, я памятовал. Павел Спирин. За весь час, как бы, я бы сказал, это моє міркування, що це єдиний чоловік, який може на даний момент зайняти посаду президента. Добре, дякую. Всього найлепшого.
Доброго дня. На выборы пришли? Да, пришли, как За- видите, нереально. Ранее не регистрировались, да? Загоди не регистрировались. Ну, пробовали пару раз, но тоже не Бу- получилось. Не было шансов, да? Да, не было шансов. А за кого голосовать будете? Конечно, за Тихановскую. Других, Последняя надежда. других кандидатов не разглядали совсем? Нет, вообще. Не, ну разглядал и Бабарика, и Цепкала. Ну, там, якби з тих, хто виходили, да? Да, да, да. А от з теперішніх мається на увазі, хто дійшов вже до фіналу? Будет Тихановская. Только Тихановская. Только она больше не. А чому? Ну, потому что других я вообще не знаю и не рассматривал. Ребята, не знаю вообще ни о чем, я бы сказал, по моему мнению. А Тихановская? Чому? А Тихановская, по крайней мере, я надеюсь на то, что через полгода будут опять выборы, уже нормальные выборы, и будут нормальные кандидаты, которые сейчас сидят в тюрьме. То бок у вас иллюзия, что это выборы не будут выборы Лукашенко, это будут выборы президента Республики Беларусь, так? Нет, я в это тоже не верю. То есть, Но я сейчас понимаю то, что я хотя бы должен какой-то вклад внести. Просто хотя бы здесь поприсутствовать. ну вот один из, как это так сказать, з людей, які стоять у чергі, на запит, чого він сюди прийшов, сказав, просто постоять. Просто постоянно? Да. А на самой справе, поглядите, так оно и будет. Люди пришли просто постоять, не отбудется можливості проголосити. Ну а что мы еще можем сделать? Просто постоять. Просто постоять. Я от думав, коли їхав, коли взяти амбасаду, Uwaga! Policja przypomina o zachowaniu bezpiecznych odległości oraz o obowiązku zasłaniania nosa. коли взяти амбасаду коктейлями Молотова, закидать. Не поможет. Где-нибудь в Беларуси что-нибудь такое может поможет, а тут это не поможет. Это... Ну, в Беларуси за весь час только один раз милициантов побили. Вот. И якби организации нема ніякої в плане Посмотрим, что боротьбы. будет после 8 вечера. Я не верю, что это просто так все закончится. Ну, я, скажем так, я упевнений в этом. Я побывал на минулых выборах на альтернативном, скажем так, протесте супротив выборов, да. То есть, коли я пришел уже туди, куди собралися протестуючі, было шмат стягов, з них бел-червоно-белый был только один. Было несколько стягов еврозв'яза, был украинский и был российский стяг. То есть, ну, это все, что можно сказать. Согласитесь, сейчас все намного масштабнее, чем тогда. Я смотрю с той стороны, у меня есть просто знакомые, которые в органах, которые присутствовали тогда. И тогда только активных было там человек 100-200 максимум. Ну, зараз, скажем так, усі активні. Усі активні, просто... Это цепная реакция. Вполне она возможно пойти как на Украине, я не исключаю. Такого бы не хотелось, но все же. Как дальше? То есть площадь неохота? А площадь не хотите? Не хочется крови. А думки не заходили такие, что без ее никак? Вы заходили, да? Да. Возможно, одного человека только крови. Ну, вот мне подобается позиция одного из кандидатов, у президента, да, то есть, коли памятаете, был такой человек, Павел Спирин, и он все часто каже о том, что есть законный способ вирішення этого питання. Человек приходит, отстраняя Лукашенко от его надійності навіть силовим методом, просто забойством. И згодно законодавства, это забойство не будет лечиться забойством, ему дадут Героя Беларуси, дадут 4 миллиона долларов в выгляде премии, и, магчыма, дадут пенсию его и ягоным детям. 4 миллиона? Прикинь, не надо будет в Польше работать. И гэта сапраўды прописано в законодаўстве.
Беларусь? Первый раз в этом. Если бы так было, наверное, уже давно бы его не было. Вам не кажется? Ну, мне здається, що просто люди бояться. Люди бояться і шмат агентури працює. Не просто ж так Караєв прийшов до влади у Міністерстві внутрішніх справ. Коли відчуваєш, що є хтось побач сильніший за тебе, і він починає здимати людей. Добре, дякую. Всього найліпшого. Доброго дня. Проголосовать пришли? Да. Не просто постоять? Нет. Ну, тут в черге знайшовся чоловік, який сказав, що прийшов просто постоять. Просто постоять? Нет, Да. я с 8 утра здесь. З 8? Его проблемы на чуть-чуть. Ну, Мне кажется, они не успеют. ну, так вот и получается, что вы пришли просто постоять. Как говорите, как хотите. Ну, это самое, это обрали кандидата, да, за кого голосовать будете? Да, я здесь альтернативно проголосовал. Ну, распорядите, за кого проголосовали, скажем так. Ну, это не секрет, за кого голосовать Нет, будете. не секрет. Я бы отдал свой голос за Тихановскую. Ну, ще ніхто, з ким я витерив, не сказав якого-нибудь другого кандидата. Все за Тихановскую. Сколько людей у вас было? Ой, я докладно вам не скажу. Ну, человек, наверное, 8 уже мы повытерили. А чему Тихановская? Не знаю. Наверное, самое достойное из того, что можно выбрать. Ну, вот мне сегодня подарили думку такую, что... Наверное, еще потому, что, наверное, я скажу так, что лично по мне, то, наверное, кандидата достойного ни одного нет. Просто... Из тех, кто заставит. Просто, чтобы уже что-то поменять. Ну, вот мне сегодня подарили думку, яка, скажем так, такий момент народила, чим, ну, то есть полгода почекати з Тихановською, а потім обрати нового президента. Полгода подождать с ней, ну, вот чтобы потом выбирать нового. Да, у є така думка, ми полгода існуємо з Тихановською, то есть вона там робить деякі моменти в плані того, що как бы убрать з ЦИКа там, хто там, борщеварку, да? И мы получаем выборы, в ходе яких мы сможем обрать нового президента. И не просто постоять в черге, а сделать свой выбор. Не знаю, ну, единственное, что сейчас, например, вот на данный момент мы можем сделать, это просто постоять. Потому что ничего другого, ни другой альтернативы у нас просто нет. Ну, на самом деле поступили глупо, надо было действительно делать это досрочно, делать точно так же организованно, как сейчас, только досрочно. Потому что ломануться все в последний день, очень легко включить slow motion, потом вот с их стороны. Других кандидатов не разглядали? Ну, в плане, там, как бы... Ну вот, знаешь, так бывает, смотришь характеристику человека, смотришь вообще, как они ведут себя на публике, что они говорят. И ты говоришь, да, этот человек мне нравится. Этот человек, я за него в огонь не воду. Да? Вот у меня такого нет. Ні к одному. Ну, я якби згоден, да. Ні одного так, кандидата немає. И единственное, что действительно сейчас уже, мне кажется, у большинства людей здесь огонь не в воду, это означает все, что угодно, только другое. Хто завгодно, тільки не Лукашенко. Добре, зрозуміло. Дякую, всього найліпшого. А можно где-то посмотреть, что да, можно. И вообще, кто вы, что? Ну, кто значит, меня просто так мене зовут Олексій. Значить, сопрозвище моє Блажеєчка, ну, зрозуміло, так, нічого нема з собою. Канал називається A.B. А где канал? На Ютубе. На Ютубе? На Ютубе, да.
Не ведаю, знайдете, не знайдете, я неяк пытався шукати. Доброго дня. Скажете что-нибудь, пару слов? Да, конечно. На выборы пришли. Да, пришел на выборы. А не здається, що просто прийшли постоять? Ну, на мою власную думку, здається, что я пришел постоять, потому что я бачу, что Чаргай есть вельми вяликая. И тому я хочу только показать, что у нас есть шмат, и мы супраць улады, и особливо Лукашенко. Ну, это зрозуміло. Тут, как бы, як это сказать, ще минулые годы шмат народу было супраць Лукашенко, да? То есть оно прослеживалось просто, что, як это казалося, сидять на кухні. Зараз уже народу зовсім надокучило. А коли не секрет, за кого голосовать будете? Коли дойдете до кабинки? Коли я буду, ну, Святлана. За Тихановскую, да? А чему? Тому что я думаю, что яна як свет у нашей краине. Ну, на дадзений момент. Так. То есть, ну, другие кандидаты не разглядали, да? Ну, что там другие кандидаты? Кандидаты вельми слабые. А Тихановская якраз яна мае перавагу і магчымасць. Прабачце. Да не, ничего, нормально. Каб выиграть выборы. Ну, это лидер. На дадзений момент это лидер. Добре, так. Что еще? Загодя не приходили, не регистрировались, да? Не. И я не регистрировался, и я голосовал ось там. Альтернативно. Альтернативно. Добре, поудільничали в альтернативному голосуванні. Добре, дякую, всього найліпшого. Ну ось поліціянти стоять, тихо, спокійно, нікого не хранають. Доброго дня. Пару слов скажете? Ні. Доброго дня. Пару слов скажете для маленького YouTube канала? Пришли поудільничати в виборах? Ну, от, мені сподобалася позиція одного з людей, які стоять у чергі, і він сказав, що він прийшов постояти. Ну, я не пришел поставить точно, я пришел проголосовать. Ну, сенс у чим? Він-то означив вже одразу, що він прийшов постояти по одной простой причині, що проголосувати не буде можливості. Почему? Ну, не пустять, до 8 годин ніхто не поспіє. По крайней мере, надо что-то сделать. Получится хорошо, не получится. Что-то доделать нужно. Ну, это зрозуміло. Не секрет, за кого голосовать будете? За Тихановского. А чому? Потому что проголосовав за этого кандидата, возможно, будут какие-то перемены. Нормальным людям не интересно. Других кандидатов не разглядали, да? Нет, вообще. Что? Хотя говорят, отсюда слышат такой тист. Ну, то бок, получается, я вот этот момент ведомости сыграл, да? Большесть. Ее искренность сыграла. Добре, дякую. Всього найліпшого. Взаимно.
Ну, ось і закінчується черга людей, які стоять. Нет, ты не можешь сейчас. Вдруг она придет, вдруг у меня телефон не работает или что-то еще. Ну, ось, сябры, мы побывали з вами каля амбасады, паглядзелі на чэргі, пагутарылі з людзьмі, якія стаяць у чарге. Как это, ніводнага чалавека, які б галасаваў, па-першае, за Лукашенко і, па-другое, за другого якога-небудзь кандыдата. А папулярнасць Ціханаўскай вельмі вялікая. І людзі галасуюць за яе. Што яшчэ распавесці, нават не ведаю, мы ўсё бачылі. Да, не паўдзельнічаў у выбарах, па якой прычыне, ну, бачылі, каб паўдзельнічаць трэба было зарэгістравацца, як я і казаў раней. І, скажем так, трэба было прыходзіць раней, каб стаяць у чарге, як адзін з удзельнікаў чаргі, стаяў малады чалавек, які з 8 гадзін раніцы стаіць і асабліва далёка не прасунуўся. Ну, хутка, магчыма, будзе ролик з маім знаёмым Валентинам. Мы з ім пагутарым зноў-такі пра выбары, там ужо бліжэй будзе вядома, хто перамог к гэтаму моманту. Так, і ну, я думаю, гутарка будзе вельмі цікавая. Ну, так. Всього найлепшого. До наступного разу.